Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. 15 мая прошел Всемирный день памяти умерших от СПИДа. Ежегодно в этот день проводится всероссийская акция «Стоп ВИЧ-СПИД». День памяти – это возможность объяснить людям во всем мире, что жизни людей, живущих с ВИЧ, бесценны, а утрата умерших от СПИДа невосполнима. Гость студии Евгений Кононов, заведующий отделом профилактики Центра СПИД. Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Расскажите об истории Дня памяти умерших от СПИД. С какой целью организован этот день? Впервые этот день был проведен в 1983 году, и с тех пор этот день стал ежегодным. В России у нас он проводится с 1999 года. И этот день он приурочен к тому, чтобы вспомнить всех тех, кто умер непосредственно от СПИДа. Эта дата довольно-таки очень знаковая во всем мире, и основная цель этой даты – это привлечь внимание населения к проблеме ВИЧ-инфекции, вспомнить тех, кто уже умер от СПИДа, чтобы люди знали эту проблему, чтобы искоренились различные стигмы, дискриминация, чтобы люди знали свой ВИЧ-статус. А какова статистика в регионе по заболеваемости ВИЧ на сегодняшний день? Ситуация на сегодняшний день в Республике Саха-Якутия и Якутия остается напряженная. По Дальневосточному федеральному округу Республика Саха-Якутия и Якутия занимает 4-е место по распространенности ВИЧ-инфекции. На 1-м месте у нас Республика Бурятия, на 2-м у нас Приморский край, на 3-м у нас Хабаровский, и на 4-м на 1 мая 2022 года у нас официально зарегистрировано нашим СПИД-центром 2936 ВИЧ-инфицированных. Это общее количество кумулятивное с 1996 года. Самое, так скажем, и наш центр ежемесячно выявляет где-то 10-12 новых случаев ежемесячно по всей республике. А как можно узнать свой статус по ВИЧ? Очень просто: сдать анализ крови из вены или пройти экспресс-тестирование. Скажем, жители города Якутска могут обратиться в своей поликлинике по месту жительства и сдать анализ. Кроме этого, жители, скажем, центральных районов, вообще всех районов, могут обратиться в центральные районные больницы и, в общем-то, пройти обследование. Напомню, что для россиян этот анализ добровольный и бесплатный. В эти дни проводится в Якутске. Да, совершенно верно. Акция. У нас проводятся с субботы, уже проводятся различные профилактические мероприятия. Мы проводим сейчас экспресс-тестирование в ТРК Туймада в настоящее время. Мы там стоим 4 дня до вторника. Пользуясь случаем, я приглашаю всех жителей города Якутска прийти в ТРК Туймада сегодня-завтра с 11 до 4 часов пройти экспресс-тестирование. Кроме этого, жители могут обследоваться на вирусные гепатиты Б, С и сифилис. А какие существуют способы передачи ВИЧ-инфекции? И всего лишь 3, в общем-то, каждый человек должен их знать. Первое – это при незащищенных сексуальных контактах, при мужчина с мужчиной или мужчина с женщиной, без использования презерватива. Второй путь – это внутривенные наркотические при использовании нестерильных шприцов, иголок, в общем, когда есть контакт с чужой кровью. И третий путь – это от ВИЧ-инфицированной больной мамы может заразиться ребенок во время внутриутробного развития, при кормлении грудным молоком и во время родов. А где наблюдаются люди с ВИЧ-инфекцией и как организовано их лечение? Все ВИЧ-инфицированные люди, а их у нас на сегодняшний день 1024 человека, они наблюдаются, обследуются в нашем центре СПИД. Лечение, кстати, тоже бесплатное, но, к сожалению, оно на протяжении всей жизни ВИЧ-инфицированного.
Вот. И кроме этого у нас существует два филиала в городе Мирном и в городе Алдане, где в общем-то ВИЧ-инфицированные тоже могут пройти обследование и наблюдение проходит. Мгм. А вот вы сказали о людях, которые наблюдаются вот в центре СПИД. Это все горожане или люди Это по всей республике. По всей республике. Да, все, кто стоят на учете. Вот. Ну вот в отдаленных районах, естественно, они обращаются в ЦРБ, к врачам-инфекционистам, к терапевтам. В общем-то, ну, все равно мы их курируем и наблюдаем. В общем-то, вся информация идет к нам в СПИД-центр. А вновь с заболевшими работает ли Да, центр? все вновь выявленные ВИЧ-инфицированные у нас проходят обследование, у нас в спеццентре очень сейчас хорошая логистика по обследованию крови, в общем-то, со всех районов, в общем-то, даже самых отдаленных уголков, в общем-то, к нам в спеццентр привозят кровь. И мы ее, в общем-то, обследуем, в общем-то, да, и практически Мгм. любой желающий россиянин может знать свой ВИЧ-статус. Мгм. А оказывается ли какая-то психологическая поддержка? Обязательно. Ну, у нас в центре есть клинический психолог со всеми, в общем-то, ВИЧ-инфицированными. Он проводит беседу. Кроме этого, проводит различные школы здоровья, направленные на повышение информированности. И, в общем, мы беседуем, рассказываем, что такое ВИЧ-инфекция, как проходить лечение. Вот, лечение, как я уже говорил, добровольное, бесплатное. В общем-то, все ВИЧ-инфицированные сдают анализы, приходят вот на эту школу, они беседуют друг с другом, в общем-то, общаются, да, поддерживают друг друга. Мгм. А сказываются ли санкции на качестве лечения? В настоящее время санкции не сказываются, ибо все, в общем-то, уже заявки уже отработаны. В общем-то, на этот год у нас антиретровирусная терапия у нас есть в наличии. Мгм. Какие профилактические мероприятия проводит Центр СПИД? Вот профилактические мероприятия у нас проводятся в различных форматах. Это в первую очередь, конечно, это лекции, беседы, различные семинары среди медицинских работников. Кроме этого, вот сейчас акцентом, я уже, как в начале нашей беседы сказал, это мы проводим экспресс-тестирование населения. Причем это вот массовые мероприятия, довольно-таки эффективные, в общем-то, в плане первичной диагностики ВИЧ-инфекции. Вот, и граждане в течение буквально 10 минут узнают свой ВИЧ-статус. Это, в общем-то, очень быстрый и, в общем-то, эффективный метод диагностики ВИЧ-инфекции. Мгм. А вы больше, наверное, активно работаете с молодежью, и вот что бы вы хотели пожелать? Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, чтобы молодежь вела себя грамотно, ни в коем случае не употребляла наркотики, не вела беспорядочные половые связи. И, в общем-то, тогда все будет очень все хорошо. И соблюдать меры осторожности во время пирсинга, татуировки, при различных косметологических или медицинских манипуляциях. А каждый год проводится акция. Многие ли люди вообще сдают анализы и проверяют свой ВИЧ-статус? Ну, массовые мероприятия мы проводим именно вот, конечно, вот в наши даты, но в то же время мы, в общем-то, выезжаем на предприятия крупные, выезжаем в учебные заведения. То есть у нас работа по профилактике ВИЧ-инфекции проводится круглогодично, вот, то есть на протяжении всего года. Просто более акцентированы большие массовые акции именно вот в наши дни. Ну, все знают, что 1 декабря это вот Всемирный день борьбы со СПИДом, вот это вторая наша дата, которую проводит СПИД-центр. Мгм. А в каких районах вот наиболее сложная ситуация? Ну, ВИЧ-инфекция у нас зарегистрирована в 33 районах. Наиболее, конечно, напряженная ситуация у нас в южных районах. Это промышленно развитые районы. Это Мирный, Ленск, Ниринга, Амикон, Алдан. Вот это промышленно развитые районы, где скопление пришлого населения, где очень преобладает вахтовый метод работы. Вот. То есть вот там вот напряженная ситуация остается. Но нельзя сказать, что ВИЧ-инфекцией болеют лишь только приезжие. Да? К сожалению, в эпидпроцесс вовлечено и местное население. В последнее время мы отмечаем, что наше местное коренное население
тоже болеет ВИЧ-инфекцией. И причем отмечается возрастная тенденция к увеличению. То есть уже ВИЧ-инфекция болеет не молодежь, а более, так скажем, возрастные 30, 40 и выше. Это, в принципе, тоже, так скажем, нас настораживает. И по путям передачи половой путь у нас, к сожалению, он лидирует. Мгм. А какова ситуация с мигрантами? Вот если у них обнаружили инфекцию, оказываете ли вы какую-то помощь? Все иностранные граждане, которые прибыли на территорию Республики Саха-Якутия, они у нас обследуются в спеццентре. Они обязательно сдают анализ на ВИЧ-инфекцию. Мы им выдаем сертификат установленного образца, который действителен 3 месяца. То есть они все обследуются. В случае, если ВИЧ-инфекция у них выявляется, то мы их стараемся совместно с УФМС, МВД, с диаспорами депортировать без права въезда вообще в Российскую Федерацию. Евгений Александрович, спасибо за беседу. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на Якутии 24.